Добрий день, шановні сябри! Щиро вітаємо вас і віншуємо з Всесвітнім днем поезії. У 1999 году ЮНЕСКО на своей 30-й сессии вирішила віддати данину жрецам поетичного слова і призначила 21 сакавіка професійним святом для тих, хто імкнеться утиснуть тонкую тканину буття у межах рифмы і ритму. І гэта не випадково, тому що поезія відкриває великую махчимость для діалога, і вона показує, що у всіх нас, де б ми не були, де не знаходилися, хвилюють одні і ті ж самі питання і почуття. Поезія – одна з граней нашої свободи, свідка нашої приналежності до чоловічого роду. Открываючи необсяжний світ поезії, ми можемо набити додатковий інструмент, незвичайний, тонкий і гибкий, який дозволяє легше спостигнути і зрозуміти інших. Открити для себе навіть один вірш, значить погрузитися не тільки у мову, але і у обострене усприймання світу іншим чоловіком, у його почутті, як би далеко він не знаходився. Сапраўдная поэзія – гэта заўсёды нешта незвычайнае, загадкавае, таямнічае, што мкне да сябе сілай зямнога прыцягнення, прымушае спыніцца, ўразіцца, задумацца нават самых абыякавых і чэрствых да акаляючага свету, да жыцця. Сапраўдны паэт – гэта не толькі сын сваёй зямлі, свайго народа і далёка не творца толькі прыгожай мастацкасці, пазбаўленай шэрых колераў. Гэта майстар мастацкага слова, што нас чакае заўтра і якім мы будзем, прарастаючы ў дзецях, унуках, праўнуках. Поэзія – дзіўная музыка слоў, ігранне пачуццяў на ліры, і голас прываблівы, шчыры. Поэзія – дзіўная музыка слоў, жывымі радкамі кіруе любоў, і тыя радкі – канваіры. Поэзія – дзіўная музыка слоў, ігранне пачуццяў на ліры. Поэзія – хвароба ўсіх вякоў, поэзія – служанка і каралева. Яе великасць поэзія, адорная цудотворным умением тварыць хараство і чараваць хараством, знаходзіць адбітышча у вечным, светлым і святым. Шчаслівы той творца, які можа сказаць: да мяне притулілася слова. Поэзія – фонтани щирих слов, і водоспади їх, і хвалі, цунамі, що раптовно подійшло, до серця, як от бурих не ховали. Поэзия весновых яблонь век, и водор, и колючки ружи. Поэзия космичный корабель, якиною высший свет узносить души. Творчасць – гэта і дар, і пакута. І надзвычай адказна несці Богам дадзены дар. І пакутаваць ад няведання, як яго напоўніцу пранесці і быць пачутым. Жыццё ў мастацтве і мастацтва ў жыцці. Такая цана і плата, такі смак мастацтва паэзіі, супярэчлівага і суровага і ахвярнага. На Беларусі ёсць паэты, як і былі спакон вякоў. Не трэба ім ніякіх кветак, апроч, вядома ж, васількоў. Не прызнаюць ніякіх дзіваў, апроч радзімай стараны. І нібы коні белай грывай трасуць, пачуўшы дух лясны. Не вабяць іх другія сцежкі, апроч мядовай, лугавой
Не квапить тише доля, апроч тае, што ўздыміць свет. Народ, радзіма, сонца, воля. Усё, чым жывіцца паэт. Паэзія – няўломны сакрэт, які ніхто ніколі яшчэ не рассакрэціў. Ці варта сёння быць паэтам? Ці варта лірыкай займацца? Ці не страшэнная памылка у час вялікі будаўніцтва на ліры клікаць і з ліры гэтай карміцца. Нет, свет не створен без поэта, як і не створен без пригоды. Не можа сын сваёй эпохі пад небам вольнай Беларусі ісці ўдалі сцежкай вогкай. Калі ад кожнага варта эпоха сёння патрабуе не пакідаць грамадскай варты, не пакідаць свае трыбуны. Ён мусіць сонечною лірай узварухнуць ляжачы камень. Ён мусіць песню даць такую, каб лес і горы захадзілі. Узварухнуць зямную кулю Ад нашых днів до Аргентины. Літаратурную кампазіцыю падрыхтавалі навучэнцы Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, кіраўнік выкладчык тэатральных дысцыплін Алена Шыплюк. Мы падрыхтавалі для Алены Шыплюк і навучэнцаў каледжа мастацтва вось такі дыплом удзельніка з нашага свята паэзіі. Алена цяпер знаходзіцца там, скіруе гукам і музыкаю, а некаму з дзяўчынак я ўручаю радасцё сваёй выкладчыцы. Дзякую. Тым больш напярэдадні 80-годдзя стварэння Саюза пісьменнікаў Беларусі і ў гонар вашага прафесійнага свята прыміце самыя шчырыя віншаванні і пажаданні творчага натхнення. А на сцэну запрашаецца начальнік аддзела мастацтва Галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта Алена Вікторовна Клімовіч. Цудоўнае надвор'е, якое адпавядае, мабыць, гэтаму духу паэзіі. Потому што вельмі шмат было ў студыі сказана слова, што такое паэзія. Але з паэзіяй кожны чалавек жыве на працягу ўсяго жыцця. Мы нараджаемся з самага маленства, нам маці чытае вершы, мы вучым гэтыя вершы. Яшчэ не ўмеючы чытаць, мы па дзіцячай кніжцы вводзім пальчыку гаворы пра тое, што там напісана. Далей мы падрастаем у сваім жыцці, у нас з'яўляюцца сябры, каханне, шчаслівае або нешчаслівае, у вершах, у творах мы шукаем свой лёс, знаходзім яго, знаходзім сваіх перажыванняў. І нам незразумела, як зусім іншы чалавек напісаў пра тое, што хвалюе цябе якраз у гэтую хвіліну. У творах, у вершах, у паэзіі мы чытаем пра вялікасць нашай радзімы, пра вялікасць сусвету, пра прыгажосць нашай прыроды, пра яе гістарычную спадчыну нашай радзімы. Мне здаецца, у паэзіі, у творах, у вершах кожны чалавек у самыя шчаслівыя хвіліны і няшчасныя хвіліны, у сумныя, вясёлыя знаходзяць адказы на нейкія філасофскія пытанні. Таму прыміце самае шчырае віншаванне з гэтым цудоўным святам, сусветным днём паэзіі, які мы адзначаем уже 15 гадоў. Ну і пажадаць вам, творцам, найлепшага, самых добрых натхненняў на стварэнне цікавых твораў, які нам усім вельмі патрэбны ў самыя розныя часы, хвіліны нашага жыцця. Вось многі зараз тое, што ад галоўнага ўправлення вось такая падзяка у выглядзе нашых узнагарод грамат. Будь ласка, вы мне дапамогуце? Дзякую, Лена Вікторовна.
Гоноровой грамотой Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоді Гродзенського областного виконавчого комітету узнагороджуються Вонька Ірина Антоновна. Клименок Алла Леонидовна. Кожух Светлана Андреевна. Грамотами и дипломами Союза письменников Беларуси узнагороджуются Афанасьевич Анатолий Владимирович. Ермашкевич Бронислав Иосифович. Никифорчик Алла Дмитриевна. Ягоричев Владимир Евгенович. Грамотой Гродзенского областного отделения Союза письменников Беларуси узнагороджується Сабус Алина Альгудовна. А зараз на сцену запрошається загадчик сектора культури, відділу ідеологічної роботи, культури по справах молоді Гродзенська, Каркантама Тетяна Васильевна Белида. Здравствуйте. Поздравляю вас с профессиональным вашим праздником. Желаю вам творческих успехов, вдохновения. Пусть круг ваших почитателей с каждым годом растет и радуйте впредь своих читателей новыми произведениями. И сейчас разрешите вручить грамоты от имени городского исполнительного комитета одним из самых лучших. Грамотой Союза письменников узнагороджується Рудская Олена Витальевна. Гоноровой грамотой городского совета депутатов узнагороджуется Кудлачев Виктор Семенович.
атрымоўвалі прыемныя падарункі. Менавіта ў гэты дзень паэзіі адбываліся прэзентацыі літаратурных альманахаў. У школе нумар 3 адкрыўся музейны пакой «Гродзеншчына літаратурная», дзе цяпер адбываюцца сустрэчы з пісьменнікамі, праводзяцца урокі мовы і літаратуры. У мінулым годзе былі абвешчаны і уганараваны першыя пераможцы першага абласнога конкурсу рукапісаў імя цёткі. Да сённяшняга свята гродзенскія пісьменнікі таксама падрыхтавалі падарунак. Выдалі чарговы, ужо 4-й нумар літаратурнага альманаха «На Нёманскай хвалі», у які ўвайшлі творы членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі і гасцей, прысвечаны значным падзеям 2014 года. 70-годдзю вызвалення Беларусі, 90-годдзю з дня нараджэння Васіля Быкова, памяці сваіх калег і, вядома, нашаму гораду Гродна, які з'яўляецца культурнай сталіцай Беларусі 2014 года. Для прэзентацыі альманаха на сцэну запрашаецца старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання Саюз пісьменнікаў Беларусі Людміла Аркевіч. Добрый день, шановные сябры, шановные коллеги-письменники, шановные коллеги-письменники и аматоры поэзии. Я щиро віншую вас с нашим, можно так сказать, професійним святом, Сусветным днем поэзии. И жадаю вам, по-перше, моцного здоров'я, а так само творчого натхнення, нових задум, нових книг і здійснення, а так само прихильних, приємних і сприяльних читачів. Ось перед вами якраз показую гэтый новый наш 4-й уже нумар альманаха. Калі мы задумывали першы, і ён выйшаў у 2009 годзе, з гэтага пачалася его гісторыя, мы самі не верили, што можа быць продолжение. А працяг ёсць, і ўжо сёння мы можем говорить об адраджэнні літаратурнай традыцыі выдання альманахаў на Гродзеншчыне. Працяг гэтай традыцыі. Я крышечку расскажу вам про альманах, про его структуру. По-перше, ён вось такі прыгожы вясновы. По-другое, выходзіць у знакавы год, які абвешчаны культурнай сталіцай, Гродно наш город абвешчаны культурнай сталіцай Беларусі. І этнавокладцы ёсць знак лагатып. Яшчэ одна адметнасць таго, што крышачку па-іншаму складзены. У нас на першым месцы тут нашыя паэты, лаўрэаты розных конкурсаў, сярод якіх нашыя, таксама як ужо госці, маладыя аўтары. Ёсць тут у нас выкладчыкі сярод аўтараў універсітэта нашага любімага Янкі Купавы, з якога вышли многие наши письменники. Так само великая армия поэтов, прозаиков, публицистов, новый раздел краязнаўства и критика, новый раздел нотатки, роздум. И яшчэ наш альманах вот так вот у конце такими фотоиллюстрациями показывая наше литературно-творчае жыццё, наши вандроўкі, поездки по литературных мясцінах, наши презентации книг, юбилейные, творчыя вечары, сустрэчы з чытачамі у бібліятэках, у школах, у каледжах, у вышэйшых навучальных установах і на іншых прадпрыемствах города нашага. Таму альманах мы лічым, што цікавы, мы лічым, што альманах удалы. Мы дзякуем нашему областному выканаўчаму камітэту за разуменне, за падтрымку, таму што каб не было гэтага разумення і падтрымкі, нашага альманаха не было. І яшчэ за тое, што, глядзячы на розныя складаныя часы і год беражлівасці, які быў у мінулым годзе, наш альманах, гэта яны нам параілі, каб не губляць марку, каб наш альманах быў такі яркі, такі знастоўны і такі насычаны рознымі жанрамі. Вось
я хотела коротенько сказать про наш альманах. Я хочу подарить несколько номеров нашему университету, библиотеке, как студенты, как выкладчики могли с ним познакомиться. Коли ласка, можно ось несколько номеров альманаха мне еще? И можно Светлану Сергеевну сюда. Кому я могу вручить? Коли нема Светланы Сергеевны, я могу представнику нашему Виталию Мируцкой, и она передать, как один был у нас в библиотеке, как было на филфаке, так само, как был альманах. Знакомьтесь, коли ласка, и натхняйтесь, и поддерживайте нас так само. Номер нашего альманаха Олене Викторовне Климович. Так само, подякую. И представницы Гарви Канкама Калиность. А зараз слово гарадзянскім паэтам. Мы запрашаем на сцену пераможцаў першага абласнога літаратурнага конкурсу імя цёткі Аллу Клеймянок і Александра Слашчова. Яны вельмі розныя. Алла Леонидовна піша на беларускай мове, Александр Васильевич на рускай. Алла Клеймянок жыве ў Смаргоне, Александр Слашчов у Гродна. І стыль у іх абсалютна розны. Але аб'ядноўвае іх тое, што яны абодва ствараюць высокамастацкія паэтычныя творы. Яны сапраўдныя паэты. Я рада вітаць жыхароў культурнай сталіцы ад сваёй маленькай, чуть не сказала сталіцы, крыніцы духоўнасці. Потому что менавіта на Смаргоншчыне есть животворная светлая крыніца. Адкуль уся наша нацыя, все беларусы павінны мець асалоду натхняцца, каб застацца беларусамі. Вы, напэўна, ведаеце, што пад Смаргонямі у Кушлянах ёсць цудоўны музей Францішка Богушевіча. Там ён тварыў, там ён пісаў вершы, якія потым выдаваў. Гэта быў першы беларускі дэмакрат, паэт, цудоўны. І я з гэтых мясцін. А яшчэ па Смаргоне есть Залессе, дзе напісаў свой цудоўны палатнэс Міхал Клеафан Агінскі. І туды я вас запрашаю. Ужо гэтай восенью запрашаю вас до Агінска, потому что палац реставрируется, открывается. Но теперь я буду читать верши, как вас не затрымліваць. И я хочу прочитать не з альманаха. Альманаху вы почитаете мои верши, я почитаю новые. Споведь. Дай мне душу, а іншыя возьми сабе. Ян Боска. Як не аддаць табе яе такую, у грудзі неадмоўленых грахоў. Калісьці мела я яе святую, не шкадавала добрых шчырых слоў, не ўратавала я душу ад жарсці, не зачыніла ад віслівых слоў, спакуслівае ветранае шчасце нядоўга казатала ў жылах кроў. Калісьці я сусвет увесь любіла, удзячная за кожны новы дзень, ты чорная зайздрослівая сіла падкінула ў лёс мой здраты цень. З пакораю прыняць бы гэты выклік і не зважаць на чортову гульню, бо ўсіх інтрыг даўно вядомы вынік, хто сее зло, той і пажне вайну. Але ж як цяжка вытрымаць навалу несправядлівасці і крыўды і маны, мяне ж ад іх цяжару ратавалі святыя ачышчальныя званы. Наўкол вайна ідзе за нашы душы, хто п'е іх чысціню, хто ў іх плюе. Як моцная душа, яе не зрушыш,
Со славой, кажут, чорт вяроўкі ўе. Отдать тебе душу, что ж, коли ласка, тебе я доверяю гэты скарб. Няхай мне застанутся мои маски. Душа моя давно в твоих руках. Сегодня 21 марта, Всемирный день поэзии. Поэтому, мне кажется, уместно прочитать стихи, которые посвящены талантливым людям, поэтам, которых мы помним, которых мы всегда будем знать. Стихи называются «Примечания». В мире, где все смечали, где деньги — поправка истин, талантливых так встречают пулями или свистом. Они не празднуют от счастья, рая не обещают, талантливые опасны, талантливых запрещают, гордые не идут в понятия, все нарушая планы, поэтому их боятся бездари и тираны. Можно прогнать, обидеть, но не загнать в стаю. Талантливых ненавидят, но чаще не понимают. Все они рода чацких с генами привлекания, им дарят цветы, часто склонясь к камню. Еще одно стихотворение. Ты сегодня пьяная жуть, озверела и жаждешь крови. Я завтра утром тебе скажу все за чашечкой кофе. Ох, претензий ко мне не счесть, они громкие, они огромные. Ладно, пей, круши, что не есть, будет что вспомнить. Фотографии, письма рви, и в лицо мне их, и под ноги. Про постель на весь дом ори, а потом зареви в итоге. Предъяви мне всю сумму дней, где делал тебе больно. Обвиняй, оскорбляй, убей. Не уходи только. Такое впечатление, что не только поэзия пишет взрослые стихи, серьезные, но и я еще пишу для детей. И прошу оценить такое стихотворение, называется «Сластена». Муха села на варенье. Нет, не все стихотворение. У него есть продолжение. Муха съела все варенье. Прилетела с позаранку, съела и помыла банку. Не оставила ни грамма. А меня ругает мама. Это я, мол, съел варенье. И сестра такого же мнения. Тычет пальцем мою брюхо. Вот где эта злая муха. Постоянно муха это ест печенье, конфеты, апельсины и бананы. Ест и днем, и утром рано. Наворачивает ложкой то, что можно понемножку. Мед, варенье, джем, сгущенку. Вы не слушайте девчонку. Вы представьте на мгновение. Муха съела все варенье. Спасибо. На сцену запрошається переможці міжнародного конкурсу русской поэзии у Бресте «Сугуча слов живых» Ольга Арпонова и Роман Житко. Дождь, дождь, тише, идет гость. Мне нравится дождь, пусть и грустно, и мокнешь насквозь, пусть дрожит, холодеет от капель рука, пусть глаза слепляет листва, и листва осыпается, пусть только в дождь, и земля просыпается в дождь, и водой кровоточит в дождь, а в земле, как на ксте, до конца не забит еще гвоздь. Пусть добьет его молоточный дождь, только вы каблуком не коснитесь гвоздя, только вы не смотрите гвоздем на меня, только помните завтра о жертве дождя. Мне нравится дождь, как на улице мокрый хозяин несет свою трость и похож на нее, на промокшую трость. Так и дождь, суть твое от тебя, и в дожде лик тебя, как рябина дождем омывает свою гроздь, так и ты омываешь мою страсть, искупаешь ее, гость.
отыми от меня мою горесть и грусть, проведи меня в гости до зимы, проведи через мост до бесстрастной земли. И под этим дождем, только в этом дожде, только с этим дождем я подумаю о любви. Последним событием посвящается. Пеплом пшеничным посыпана Русь, сонно мне, стонно мне, стынно мне в поле. Голос не мой, голос не мой, потому и молюсь, потому и в поту, и в молитве не знаю новою, потому и молюсь, что снопы не дано собирать по окружностям славного мира, потому и молюсь, что колосьев не жать и в руках не сжимать, со столов не вкушать в эпилоге вселенского пира. Страшно нам отдавать пустоту не крестам и служить по колосьям литию, потому и боюсь, что стоять не снопам в сердцевине сожженной России. Стихотворение рифма. На показ только век с собой любуется, и для всякого случая ищем ответа. Не нарочно ли твердь со смертью рифмуется, и напрасно ли созвучие жизни неведомы? Карнавала. Я угадаю без труда минуту боли и величия, когда всемирные обличия стекутся тайнами сюда. Со всех уделов корабли и мироздания половина, и упоительные вина кружат забвение земли. Ничто не примется всерьез судом отчаяния и отваги, горят над улицами флаги огнем невыплаканных слез. И беззаветности ища смутятся яростные краски моей венецианской маски и черно-алого плаща. Роман Жильцов. Тут нас надо запросить поэта Бронислава Ярмашкевича. Добрый день, шановные. У гэты сонячный весновый день. Напевно, он весновый тому, что 21 сакавіка 1840 года народился Франтишка Богушевич. И я, а май что кожный раз, коли отбывается вот это свято, сусветный день поэзии, починаю его с этого верша, присвященного Франтишку Богушевичу. Слышали с небесов светлокрылых все раны бездыши лесной. Земли матуля подарила Франтишка раннюю порой, бы молоком побрав от маті йому родную свою, як на колиску дитяті яна співала впершиню, а як ходил ён полем гаем здобыть криничные воды, зачарованный родным краем, спотолив смагом завжди. На суперок мясцовой знати пронес он слово простоты, вознес его, у мове мати покинув яркие следы, и стал Франтишек Богушевич у перший раз сиротой мёд. И сегодня в слове задушевном я черпаю надежный плёд. Я ганарусь родной мовой, на ней Франтишек размовлял, я дудку смык не выбрал мову, да властной спадщины принял. Успрямаю себе во вселеншей граничные воды, починаю свой день с першей пробы отдолить порог. Оздобляю душу светлой хвали, что родят сады, и берешь чередой, что повстали лесонных дорог. Успрямаю той час, что весе собой слово творить, и одоленный шлях, яким гнется до стомленных ног. С Богом был я завжди, и он меня научил говорить мовой мати. Навек от слоты немоты, а дорог. И вот эта книжечка дорог
Я подарю тому, кто первый поднимет руку. Каилашка. Со святым нам вас, дороженькие, счастья, успехов, здоровья и новых творчих вам набытков на користь нашей родины. Дякую. Дякую. А зараз запрошуємо на сцену Петра Сямінського, поета, прозаїка, пародиста, майстра буреме. Но я обычно не привык в первых рядах выступать. Спасибо, что сегодня доверили. Поэту, как слово гучало, не може чакать муза взлет, эпиграф, платформа вокзала и думки натхненный полет, подгучные ямбы чыгунки, поэт, нібы борзый рысак, стварая метафор корунки, стрыматься не здольны ніяк. У лёсу дрыготкім вагоне ён ставіць жыццё на зеро, у пекле чарнобыльской зоне свое тренируе перо. Яму сярод кожнай дарогі тэм ветер папхне небакрай, ён піша дасціпны немногім. Навошта яго не пытай, калі ён на гэта пытанне адказваў здабуты сакрэт, патухне слоў шчырае зянне і знікне у натоўпе паэт. Я тут уже почув про себе рекламу. Ну, как сказали, что буреме редакції, сегодня я для слухачов составлю то самое буреме. Слово з зала, а про сколько хвилин будет новый верш? Любые слова. Не важно. Русское, белорусское, только не французское. Фантастика. Фантастика. Аквамарин. Лошадь. Ой, секундочку, фантастика, лошадь. Что было? Аквамарин. Аквамарин. Еще. Солнечные лучи. Луна. Что была? Луна. Не слышу. Луна. Луна всего лишь. Ну что-нибудь такое, Дима. Ты знаешь, что я люблю. Что-нибудь такое. Метафора. Метафора. Ну и для ровного счета еще одно. Аллахоминор. Это слово какое писатель? Аллахоминор. А слово? Аспирин. Дякую. А зараз зустрічаємо Людмилу Шевченко, поетеса. Я прочитаю стихотворение «Беларусь». Край мой, моя белая Русь, я тобой дорожу и горжусь. Здесь радушные люди живут, ценят дружбу, свободу и труд. В сердце искренность и доброта, в светлых помыслах чистота. Отчий край, моя белая Русь, за тебя я в коложе молюсь, чтоб не знала ты горя и бед, чтоб народ твой был солнцем согрет, чтоб богата была и сильна сердцу милая сторона. Моя Родина, белая Русь, уходя, я в тебе растворюсь, стану колосом спелым, цветком или звонким лесным родничком. Если ж пташкою стану, спою про тебя, про отчизну свою. И еще одно стихотворение. А скрипка плакала и пела, и вместе с ней моя душа, как будто отделясь от тела, парила в небе не спеша. О Боже, что со мной случилось? Гипноз ли это, дивный сон? И сердце трепетно так билось, тревожные фуги в унисон. Лишь чувство
аккорды, как волшебный дождь. Адажио, сонеты, скерцы, эмоций яркий звездопад, как сладко защемило сердце, слезами затуманив взгляд. Играй, скрипач, играй, кудесник, своим искусством покоряй. Сижу я в зале в мягком кресле, а кажется, слетал в рай. Спасибо. Людмила Кевич, поэтесса, старшиня Гродзенского областного отделения Союз письменников Беларуси. Сегодня прогучить песня Ирины Тратяк на слово Людмилы Кевич «Плач души». И виконає її навчителька коледжа мастацтва Мария Абасова. Состракайте. Автора зборников вершов «Перовая техника» и «Дым без огня», удельника Международного фестиваля русской поэзии у Бресте. И так само ведущего интернет-рубрики «У люстерку часу» на сайте Гродзенского областного отделения Союза письменников Беларуси. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень волнуюсь, чрезвычайно волнительно опять посетить то гнездо, из которого выпорхнул совсем недавно еще. Ну, конечно, хочется говорить о том, что значит вот встреча опять с родной альма-матер, вот эти лица учителей, которые сейчас вижу, наполняют душу абсолютно неповторимыми чувствами. Вам все это предстоит через несколько лет, и вы все это пройдете и ощутите обязательно, потому что иного пути у нас нет, у нас гуманитариев, и я очень горжусь, что среди моих жизненных побед, 2 книг и членского билета Союза писателей есть и диплом нашего вуза, вот, филфаковский диплом нашего вуза, я всегда буду этим гордиться. Ну, а стихи какие?
Стихотворение называется «Образ Родины». Да, много не мало. У радости тень горечи утрат, взор устремлен вперед сквозь мрак и смуту, прокладывая к вечности маршруты, не стоит поворачивать назад, не строен шаг и призрачные высоты, и не пронзить глазами синеву, где бойко чередуются полеты с падениями во сне и наяву. Но светил взор, который год подряд, пускай в сердцах смешались лед и пламя, оглядываясь с трепетом назад, бессмертие мы меряем шагами. И еще одна вещь, это стихотворение примерно из того же набора слов, но только на совсем другую тематику, оно о любви. Кстати, вошло в 4-й номер альманаха. Я снова отражаюсь в зеркалах, и новая заря манит меня с порога, над спелую росой взмываю на крылах, ослепнув от любви, как от улыбки Бога, разверзлись небеса, струятся звездопады, верны как никогда, окольные пути, не уберечь души от утренней прохлады, и в сумраке ночном от зноя не спасти, как спящих тень светил в святейших куполах, как летних синь небес в прозрачной глади вод, так обрушаясь ниц с томительных высот, в твоих я отражаюсь в зеркалах. Спасибо. С памятником днем рождения. Поэт и так, той самый знаменитый заслуженный тренер БССР и СССР, заслуженный деятель физической культуры, гоноровый громадянин города Гродно, автор книг «Избранная», «Как делать олимпийских чемпионов», «Утро туманное», «В тени спорта», «Мой город Гродно», «Небесное дева». Сострокайте. С ученицей своей я когда-то в Белом доме, у Никсона был. Он поздравил с прибытием в Штаты, сувениры вручил и спросил: где ваш край на просторах России? Где ваш город на карте моей? Кто рождает таких красивых, небольших, но великих людей? И увидев, заметил смущенно: буду знать и сказать не стыжусь. Здесь впервые услышать про Родину, и что штат есть такой, Беларусь. С той поры, где бы мы ни бывали, на планете на нашей большой, нас всегда и везде принимают президенты Люба, державы любой. Поздравляли, на карту смотрели. Гродно каждый из них повторял. И слова их по свету летели, и про край наш весь мир узнавал. Витайте Марию Титарчук, поэтессу, прозаика. Видала две книги вершів і фантастичну оповість «Феї приходять у полночь». Уважаемые творцы, я хочу повіншувати вас со святом поэзии, поэтичными рядками. Веселка, душу открыет, легко будет, с любовью кружить по земле, по клетке сонника будет, зиму скинуть сон поли, трава зеленая отшуя, життя лясного ты не напис, у тюней кустах не малюя, свой легкий вензель, твердый лист, веселкой рознокольоровой,
Надія горш ад мяне, усмешкай, светлай і вясёлай, прыходзіць мара па вясне. І яшчэ адзін верш. У люстэрку сусвета я сталая осень, и поздняя лето, я радость весёлки и ветру уздых, и крупля росы у струменях сусвету. Я сердце хочу поделить на двоих, себе и яму, як же хорошо будет, коли разгорнется в души перший цвет. Жадаю огонь, каб открылось людям, что слово с любовью соткано. Поэт, еще раз со святом вас. Дякую. Анатолий Панасевич, поэт, бард, мастак, скульптор, состаканник. Знаете, сегодняшний день поэзии, я считаю, это не только всех каких-то стихий, но также всех творческих людей. Потому что поэзию можно найти в прозе, ее можно увидеть в скульптуре, ее можно увидеть в обычной фотографии. Поэтому я сегодня хочу поздравить всех творческих людей. И исполню песню нашей поэзии. Немножко волнуюсь, когда я мне слова не нужны, а вот при зале. Временно, слишком временно, радость пения и веселья, краток счастья миг и печали час, летней бабочкой и любовь у нас. И всему дома мир ноготок, чаши вечности, бытия глоток, как и молодость настоящая, канет в прошлое настоящее, приходящее, все окольное, блик простецкого, блеск престольного, лукавый дар равноценности, приверженности, наша тленности горсткой снежною, да и грустная мысль становится речью устною, что конечное и смертельное только смена форм беспредельного. В мой день шагнет в ночь шагнувшие, в духе жившие, лишь уснувшие. Так зачем вздыхать, устремляясь вниз, непримерно щебетание птиц, как журчит ручей, как растут цветы, в радости во всем расцветай и ты. От того, что все слишком временно, научись ценить дар мгновения. Временно, слишком временно, радость пения и веселья. А зараз сустракаем Віктора Кутачова, дзіцячага пісьменніка, які піша і для дорослих. Видав каля 20 книг для дітей, але вядомы... Я вас еще не представила, давайте представлю. Хорошо слышно ты, правильно? О, Наташа. Я помню девушку Наташу,
С открытой доброй душой она в полку служила нашим, валам создателей сестрой. Нередко в бой ходила с нами, спасала раненых в огне, другими говоря словами, была солдатом на войне. Весной погибла в 45-м, а было только 20 дней. Слез могли держать солдаты, склонившись, плакали над ней. А через день была победа. Велел салют, неслось ура, торжествовала вся планета. Пришла счастливая пора. Мне не забыть сестричку нашу, могла бы жить, растить детей. Голубоглазая Наташа осталась в памяти моей. Воспоминания. Перед глазами встают фронтовые, испытания в суровых годах, дорогие друзья боевые, что домой не придут никогда. Вспоминается Брест и Варшава, и поверженный вражий Берлин, где советского воина слава вознеслась до незримых вершин. Сколько лет не прошло, не забуду, годы в жажде сражений во мгле, как живые свидетели всюду, обелиски стоят на земле. Спасибо за внимание. Дякую велике. А зараз запрошуємо на сцену поетесу Ірину Войка. Я привезла привитание к основному Гродно от пирогов земли Слонимской. Я по землі твоїй ходила, моя родима, упевнена і шпарка. І расту твою сустракала натхнена, я фонтаном, я ехала в вёски твои, до людей твоих ширк и праведных. Я любила твои города фанатично, я заходила у реки твои, я крыницы шукала живые. Твою грудь молодую окидывала боком я так влюблен, и я дороги твои прославляла и в дождь, и в спекоту, и не слала ни небу, ни людям, ни крым, ни проклёну. Над тобой я птушка, узмахивала крыльям высоко, и спорная нива, я тебе гадавала сыном, я любила тебе, гэтак моцна, отдана глубоко, кожный миг, кожный день, я любить тебя буду наново. Со святом! На сцену запрошується Георгій Кисельов, поэт, критик, мастак, перакладчик з нямецкай і французскай моваў. Творы друкаваліся ў часопісах Беларусі і Расіі. Хутка пабачыць свет новая кніга паэта. Некоторые поэты ходили и говорили, что они волнуются. Но я не верю в том, что они волнуются, потому что они довольно часто выступают. Я же весьма редко встречаюсь с читателями, поэтому действительно на самом деле волнуюсь. Я хочу, во-первых, немножко придать, так сказать, международную глубину нашему мероприятию. Прочитаю просто одну четверостишие по-немецки, одну по-французски. Без перевода, так, чтобы просто прозвучала речь. Это вот из Шиллера «Изречение Конфуция». Dreifach ist der Schritt der Zeit, zögert kommt die Zukunft hergezogen. Falsch ist das Jetzt entflogen, ewig Spielstand die Vergangenheit. Ну и по-французски, язык, которым я просто увлекся последние 2 года. Admirant de Colosse, Torino Mosier, a brevet de Bayonne, Nuri de Brasier, cheval de fer, Ferundon, c'est un compte, Boubdé, Lord Subitan, de François de Colure, et Souverain Command, et pas Société de Pont. Довольно длинная бюста листа Адама. Я просто прочитаю вот это, там 6 строк, я прочитала одну строку. Прочитай просто перевод без
Уколов щекотань горяча, словно печь, не буянить костру, кипятку в жилах течь, но железный приручен конь, взглядом словно толкнет, и когда его грудь дым внезапно оденет, он тронется в путь, лишь за узду его тронет. Это имеется в виду автор Агюст Делиль-Адам посвятил это стихотворение новинке XIX века, первому паровозу и поезду. Паровоз, который, значит, трогается первым. Но хотел бы я прочитать стихотворение полностью, так сказать, свое уже. Зайду на холм, уже давно не юн, простор земной, каймой лесов окован. Раскинув руки, обниму валун, лежащий здесь с эпохи ледниковой. И все, что было бренного в уме, пред этой далью вновь посторониться. А там вдали, на холме, церквушка на холме, над древним крыш сияет, как зорница. Вот так и я сиянием озарюсь, увидев, как вышагивает бусел, то символ, то красавец Беларусь, до всех твоих озер, болот и русел. Тропою, протаренной грибником, иных времен пересекают тропы и натыкаюсь в горле жесткий ком на бустер партизанского окопа. И вспоминаю грозовые дни, когда в крестах нахлынули тевтонцы, костры от вёсок и церквей с людьми погрели землю, растлали солнце. Прошел тобою, что там, огненный вал в одном из самых гибельных столетий. Мы знали, что четвертый каждый пал, а почитай вышел каждый третий. О, Беларусь, я говор полюбил твой нынешний и поколений прошлых, и столько братских на тебе могил и пустырей малинником поросших. Добра, другим народам свет добра неся, о, Беларусь, не в приступе гордыни, храни свои угодья леса, храни свои предания и святыни, храни все то, чем ты как мать горда, твои леса, озера и просторы, райцентры и большие города, твои погосты, церковь и костелы. Глаза закрою, слышу стук подков, гул тракторов, скрип ворота в колодце, и детский смех, и говор стариков, а женский голос песня отзовется. Склонюсь напиться над лесным ключом, и вновь услышу, как зовет в дорогу та Русь, где я родился и крещен. И это Русь, я предстану Богу. Дякую. А зараз на сцені Алла Нікіпорчик, поетеса, автор 4 поетичних зборників, лауреатка премії Клодзінська облвиконкама за творче досягнення у галині культури і мистецтва у номінації «Письменник года» за книгу віршів на русской мові «На грані счастья». Всех поздравляю с Днем поэзии и с выходом 4-го альманаха. Для меня это тоже очень радостно, я очень дорожу, для меня очень дорого и ценно то, что и в подготовке этого альманаха и моя какая-то частичка труда маленькая присутствует. И для меня это намного дороже, чем то, что в альманахе есть подборка моих стихов. Я уже немного как-то равнодушно отношусь к своим публикациям. Пишу верлибром, несколько мгновений прочитаю из того, что есть в альманахе. Хочется свободного времени, хочется чистого воздуха, хочется единственного голоса, но век зашел так далеко, что даже нельзя оглянуться. На расстоянии всех крыл, на расстоянии всех слов, на расстоянии ветров и дали ты будешь ближе всех, а впрочем, увы,
не будешь и не есть. И лето клонится к закату, и жизни, словно мост, разведены. И еще одно мгновение, где оборвется слово, зазвучит музыка, где замолкнет музыка, станет вечность, где не выдержит вечность, возвратится слово. Алла Дмитровна, почекайте, коли ласка, верніться. Для вас так само диплом. Головне управління художественної роботи культури по справах молоді підготували як удільник Всесвітнього дня поезії, вчорашній концерт, де повинна була участвувати. Чому давно потрактував свою ремейк і чекає виходу свого, але ви його вирішили випустити тільки тепер, тому зустрічайте. Итак, сегодня я получил такие слова. Фантастика, лошадь, аквамарин, солнце, луч, луна, метафора, круговерть, аспирин, аллоклименок. Вот что получилось. Не знаю, понравится ли вам, но поэзия — это фантастика. Не всем она будет хорошей. Рифм, обожествленная пластика. Она тайных муз, чудо-лошадь. Она мечты, аквамарин. Она для сердца солнца луч. А на душе, как мандарин, что мил, загадочен, певуч. Она в созвездиях одна. Она загадок амфора. Ей поклоняется луна, ожившая метафора. Она свершений круговерть, она сияние зари. Давайте жить, давайте петь, забыв навек про аспирин. Она успехов всех порок, для недругов магнезия. И я, и аллоклименок, и все мы здесь поэзия. Финальных рифм черты ясны. Сегодня каждого поэта сердечно с праздником весны поздравить хочет вся планета. Сцену запрошується Світлана Кошу, краєзнавця, старейший науковий супрацовник Карелінського музею. Шановні сябри, я вітаю вас і віншую вас за святом поезії. Віншую вас так само за виходом чергового номера літературного альманаха, яким є і мої матеріали. І я запрошую вас на нашу гостиную «Карельську землю». Запрошую в наш районний краєзнавчий музей, в яким я працюю, Умірський замок, на озеро Світязь. И поскольку сегодня свято поэзии, я прочитаю несколько вершев. Я не поэт, я писала верши неколи в молодые годы. Правда, николи не читала их со сцены, так что давайте. Сегодня снова то же, что вчера. Блуждать во тьмах до самого рассвета. И осторожным росчерком пера самой себе никак не дать ответа, к чему печаль и нежность, и любовь, все то, чем человек порою дышит, когда другой, как прежде, так и вновь, глядит, не видя, слушая, не слышит. А слово быстротечно и капризно, и мимолетно, словно взмах крыла. Глядишь, кивает кто-то сукоризный, взлететь хотела, крылья обожгла. Но я за тех, кто устали не зная, кто, разбивая руки, лица в кровь, парит душой, над буднями взлетая, и, падая, взмывает вновь и вновь. Шановные сябры, жадаю вам, как вы ніколи не падали, не ломали и не ранили свои крылы. И хай они узнавают вас по приступках творчости все выше и выше. Счастья и добра.
А зараз сустракаем Ірину Шатыронак, прозаіка, публіциста, аўтарку 10 кніг і шматлікіх публікацый. Нас все меньше и меньше. Приветствую всех с прекрасным днем международного поэта. Все из нас когда-то в юности писали стихи, но вот юность уходит, а есть такие странные люди, которые продолжают писать стихи на протяжении всех лет. И я не исключение того, поэтому прочитаю, просто у меня отношение немножко такое ироничное, потому что мы все находимся в тени таких великих и гениальных времен, что это все очень смущает. Я опять лирично и нежданно, память старая без стука забрела, старая чертовка старая, не спросила, как твои дела. Я не пишу стихи, я их ловлю из пыли, люблю из мягкой теплой глины, из воздуха и света, настойного ветром. Я не пишу стихи, я их ловлю из плена, вымагивая из забытья, из детских сновидений, из обрывков сна, из шепота и смеха, из отголосков лета. Я не пишу стихи на листике бумажном, я слышу трепет слов о чем-то очень важном. Я не пишу стихи. Спасибо. Дякую. А зараз запрошуємо на сцену Казновського Руслана Константиновича, доцента кафедри белорусской литературы, кандидата филологических наук, кандидата Руслан Константинович. Дорогие сябры, но тут моє слово, яке я хотів би сказати, не зв'язане лише як науковці, літературознавці. Тому я не буду сегодня читать вершаў, я не буду вам сегодня спевать, я не буду рассказывать нечто смешное, некую гумористскую тифлиту, як Жванецкий, хотя магчыма пераняць нешта ў Жванецкага было б вельмі карысна. Але я б хотел бы сказать некалькі слоў увогуле и про союз письменников наш, и про сам альманах на Наднёмаўскай хвалі. Что з'яўляецца показальником литературного жыцця любой краіны? Что аб'ядноўвае письменников? Что аб'ядноўвае грамадства? Гэта выступленне письменника, гэта фанаты, и гэта тое выданне, якое існуе. Ні для кого не сакрэт, што за апошнія 200 гадоў увесь літаратурны рух усіх краін вакол чаго гуртаваўся? Вакол часопісаў. А вакол чаго гуртаваліся фанаты гэтых пісьменнікаў, аматары. Таксама вакол часопісаў, іхнія чытачы. Вакол чаго гуртавалася грамадства, зноў жа вакол часопісаў. Такі часопіс, менавіта альманах на Наднёмаўскай хвалі, з'явіўся і ў Гродна. З'явіўся ўжо давно, ўжо выйшаў 4-й нумар. Я студэнтам зусім недавно задал такое пытанне. Скажите, калі ласка, вы якія ведаеце часопісы літаратурныя? Беларускія. Яны назвалі «Полымя», «Маладосць». Я кажу, добра, а вось у Гродно што вы ходзіце? Пытанне было для першакурснікаў філфака. Не ведаюць? Я кажу, ну, як же ж так? Кажу, послухайте, вот назовите мне, калі ласка, часописы российские 19-го столетия. Российские 19 столетия. И мне одно. Современник, пантеон, московитянин, яшчэ. Я кажу, ой, как вы ведаете это? Ну как же, Пушкин, Лермонтов, Жуковский и так далее, там друковать правильно, молодцы, это вельмі похвально. И калі я рассказал им про вось гэты альманах, я принес им некалькі нумароў. Учора я принес на некалькі спецыяльнасцяў альманах апошні 4-й нумар. У іх было просто захапленне. Яны такога не чакалі. Я не сказал заранее, что это вельмі прыгожае выданне, выдатныя творы, что мы там можем убачыць. Мы можем убачыць поэзию, прозу, мы можем убачыць литературную критику, мы можем убачыць гістарычныя и краязнаўчыя артыкулы, эссе. Там представлено усё, это только частку невеликую назвал. Я говорю, что прыгожа, калі я принес, студенты были просто у захапленні. Яны такога не чакалі. Было просто захапленне. И с этой нагоды вот я вспоминаю, что мне пришлось кіраваць дипломными працами по туризму и сервису.
І ми распрацоўвалі маршруты літаратурныя па Гродзеншчыне, разлічвалі, колькі можна атрымаць прыбыткаў з гэтага. Я заўсёды вспоминаю, што вось на Захадзе, у многіх краінах, настолькі шырока ось ідзе папулярнасць такіх часопісаў, саюзаў пісьменнікаў, што там у грамадстве, у пэўных колах існуе такое паняцце, вот, допустим, вы прыязджаеце ў нейкую краіну, і там ёсць кавярня. У гэтай кавярні заходзіў есці Хемінгуэй. І ён еў такі-то бутерброд і тым-то запіваў. Натоўпы турыстаў прыходзяць, купляюць гэты і надта смачны бутерброд. Тое самае пітво, і аказваецца, это рэкламны шчыт. Нарахоўваюць гэтыя вуліцы, у той кавярні быў такі-то пісьменнік. Аказваецца, это вельмі папулярна. І мне падалося, што вось папулярызацыя нашай літаратуры гэта тое прыгожае выданне на днёмаўскай хвалі, якое было створана саюзам пісьменнікаў з лепшых твораў. Я вельмі рады, што ў апошнім нумары прысутнічае многа літаратурнай крытыкі, бо у першых нумарах літаратурнай крытыкі няма. Літаратурная крытыка яна вельмі важная, бо гэта тая сетка, якая адсейвае слабейшае, дае шлях мацнейшаму. Гэта тое, што дае творцы, так сказаць, стымул да самаўдасканалення. І я думаю, што колькасць літаратурных крытыкаў таксама будзе расці. Вельмі хацелася б, каб было многа яшчэ дзіцячай паэзіі і прозы. Вось мне здаецца, вось новыя імёны тут патрэбныя. А ўвогуле я хацеў бы павіншаваць усіх пісьменнікаў нашых, усіх літаратараў, творцаў са святам, пажадаць плённых поспехаў, пажадаць творчага натхнення і каб пабольш пісалася, каб пабольш выходзіла публікацый, паэзіі, прозы, крытыкі, літаратуразнаўчых эсэ, нарысаў, а таксама краязнаўчых, гістарычных і чым найшырэй. Бо правільна кажуць даследчыкі, што для эсэ няма межаў, як няма межаў для разгортвання думкі паэта ці празаіка. Таму яшчэ разок са святам мае самыя шчырыя пажаданні саюзу пісьменнікаў, а таксама усім тым, хто любіць беларускую літаратуру. Вам дзякую. У першым разе свеціў Владзімір Яворчык, і мы хацелі паслухаць яго. Калі ласка. Что ему книга последняя скажет, то ему на душу сразу ляжет. Верить и верить ему все равно, лишь бы написано было умно. Это не мои стихи. Это великий Толстой, поэма «Таня». Ну как далеко смотрел гений, когда затрагивал проблему не только поэзии, но и публицистики и литературы. И вот мы, к сожалению, сегодня видим, насколько остро стоит проблема идеологической борьбы, не боюсь этого слова, информационной борьбы за правду жизни. И никуда от этого не денешься. Хоть прозой, хоть поэзией, всегда будем стоять перед дилеммой. Добро и зло. Борьба продолжается. Поэтому в новой, 4-м номере нашей альманаха я позволил себе опубликовать статью, которая называется, так сказать, нейтрально. «История эст магистра витае». Учит ли нас история? Поэтому вот, может, молодые познакомиться с этим. Я просто вышел на сцену призвать вас возвысить свое поэтическое слово, литературное слово именно на этом большом фронте. Не надо это обходить. О любви, дружбе будем и дальше мы слагать и писать. Но здесь, я думаю, есть над чем сильно поработать. Так что только наперед, ніколи назад, казав нас великий Янка Купала. Усіх за святом великим пожадання тие ж. Здоров'я, творчих успіхів.
самых лепших. Дякую. Дякую. Пісьменніцкі клопат полягає не тільки у тим, каб створити сваё, радаваць чытача новымі цікавымі творамі. Пісьменніцкі клопат – гэта і памяць пра будучыню, пра наступнікаў, якія панясуць далей па ходзе мастацкага слова. Сёння мы віталі аўтараў чарговага альманаха на Нёманскай хвалі. А зараз мы прадставім тых, хто толькі робіць першыя крокі в літаратуры. А заўтра мы, магчыма, убачым іх творы на старонках будучых альманахаў. Запрашаем студэнтаў філалагічнага факультэта на сцэну. Вітайце, Вікторія Смолка, Гаспаревич Ангеліна. Перед расстаннем мой повес шэрань праглынае, маёй тугі не адкіснуць. Няхай па клавішам раяля твае талоні прабягуць. Ты не сумуй у песні толькі, мяне ты памятай найперш, бо захаваў твой голас звонкі в сваіх радках дзіцячы верш. Той самый верш, які ўдала зноў з маіх вуснах прагучаў. Ой, як шыкоўна ты спявала, учора Бог прадыктаваў. Я вельмі хутка ад'язджаю, і хоць сустрэча толькі міг. Самотай светлай, без адчаю, чакай мой цёплы сакавік. А цяпер я прачытаю верш, які я прысвяціла выдатнаму паэту Максіму Богдановичу яго маці. Для магілы маці паэта. Листы поднимаются в небо, шумит золотая пора. Спешаются люди по свете, ахинула зноў метусня, и зноў незнакомые твары, усмешки, беседы гучаць. Спешаются люди по свете, как свет наш великий познать. По городе родным денём криштальные воды нясе. Идут гарадзінцы по свете, и радости прагнуць усе. Але ёсць такие мясціны, дзе воблака жалю плыве. Ідуць гарадзінцы по свете, ці успомніць, который яе. Матуля Максима Вялікага покоится в нашей земли. Хоть теплую кветку покласть и напомним, успомнимте мы. Прибегла на скидельский рынок, усё хочу хутка купить. Да мати поэта забегче хотя бы на хвилинку картить. Хотела купить васильков я, Максим же их моцно любил. Да рынок товаром насыченным, ужо кветки такие забыл. Я постать знайомую бачу. Паэт, як живий повставав, не ушов ён, зайшовши до маті, над тихой могилой стоял. Схилив голову, ніби у думках, матулю живой малявав, і тільки дощ, сумний, осінній, йому, мабуть, думки збивав. І погляд його нерухомий засипали кроплі дождю, дві ружі, две кветки на помник, шалопаю я покладу. И стиплое солнце за хмары струменщики вывес свои. Спешаются люди по свете, те вспомнить, который я ем. Верш про вёску. Кінь позір на вёску, где люди живут. У неба, где вольные птахи летут, на речку, где чистые воды текут. И сердцем почуешь великую радость, что наша краина — кляновый листок. Про снежные зимы и звонкие леты тримає завжди я на упевнений крок, каб щастя познать нам на довгі годы. И наши вязкосы минулой войной про
стали живой стеной. И спалена вёска. Одноўля нас зноўку, и помним имёны своих земляков, и бусел клякоча ля рэчкі ў ранку, каб помнілі мы сяброўства народаў. Мне любусе колеры роднага краю, якія праменем высвечваюць дні. Надзея ў будучыню мне шлях азарая, приносит надею святла, теплыни. Свобода! Счастливое слово «свобода». Дарма не дае яе людям природа. Яе ты не купишь горой золотою, яе здобывают тяжкою ценою. Я хочу просто еще запросить одного молодого письменника до нас на сцену, але ён ужо з'яўляецца членом Союза письменников на Беларуси. Антон Янковский, будь ласка. Дякую. Для меня сегодня это уже другое мероприемство, связанное с поэзией. И первое мероприемство мы на протягу 2 тижнів рихтовали я працював на курсах повышения квалификации. На протягу 2 тижнів мы с работниками Домов культуры Градечной рихтовали музычную композицию, присвяченную Ригору Бородулину. И с початку своего выступления я хотел бы просто узгадать сегодня в День поэзии, что 2 соковика 2014 года Ригора Бородулина не стало. Гэтае слово я зараз пару радков хотел бы сказать в его память. Мне до мудрости вашей далеко. У свои молодые годы спостигаю почуттями, зроком з ваших книжек осадки следы. И чакаю хвилины потребной, як моя сивизна в волосах, вашей мудростью с твором нетленных у моих отгукнется радках. И верш присвячен батькам. Вернувшись в родную хату, народный, присевший порог, ты скажешь: «День добрый, мой тата, подумать, прошло стольких год». Морщинистый твар усмехнется и скажет: «Минают годы, але застаются навечно святыми семья, дом, батьки». Вернувшись в родную хату, семьей за святочным столом, сустревши заплаткой коляды, успомнишь детинство свое, и река молитвы сугучной хучить, як батьковский наказ. Вас может раскидать по свете, але прилетайте до нас. Вернувшись в родную хату, откуль крыница твоя, теперь где одно мать с татом стоять для пустого двора, и улицей знов выглядают кали, в дом вернутся сыны, а дети листы досылают вам дякуй, что в свете есть вы, и робишься знов богатым от щирых усмешек и слов, вернувшись в родную хату до родных, любимых батьков. Со святом. Дякую. Дякую, Антон. А Белорусский республиканский союз молодцы падрыхтаваў невялікія падарункі нашим гостям. Калі ласка, дзяўчатка. Вялікі дзякую нашим шановным гостям за цудоўнае свята паэзіі. Усяго добрага, до новых сустрэч у наступным 2015 годзе.